Республика Саха-Якутия, Нерингринский район. Спит кто-то. Вон тоже. А тут, видишь, никто не ел еще. Ну, я вон яблок положу мишкам. И тут такие вот кушари, получается, вот здесь вот между этими знаками он вышел. На видео они вот там вот стояли на легковой машине. Вот бурундук, видите? Вот копается. Он боится, нет? Вот на камне. Если видно. На камне видно, видите, сидит. Чешется. Вон куча еды, иди. В мире животных, короче. Сейчас его будем. Их, знаете, как ловят? По дереву стучишь, они спускаются. Вот он, видишь? Рядом не боится вообще. Что-то ищет. Главное, чтобы также не боялся Миша какой-нибудь. Иди сюда, на руку вообще залезешь, зверь. Ладно, убежал, надо было не приседать, он так не видит, наверное, на мелкое движение. Ну, короче, такие дела здесь. Все, дальше будем Якутию снимать. Так, ну вот, получается, от границы спускаетесь, проезжаете, там будет ручей Якут. И тут чуть-чуть по прямой. И такой вот сейчас за поворотом будет такой маленький подъемчик прямо. Ну, зимой я имею в виду тут. Надо уже отсюда разгоняться где-нибудь. На всякий случай. Сейчас-то не так актуально. Ну, просто тут по прямой как бы не очень ровно. Что-то тарахтит все. А так визуально, ну, ничего страшного на дороге нету. Ну, как вибромассажер. Охуеть, нахуй. А мы здесь, короче, вот прям на этом. Тут товарищи едут впереди меня. Я пропустил их. Ну, побыстрее идут. Америка и Века. И вот это тут подъемчик, видите? Раз. На него. А когда гололед, надо, получается, из поворота уже выскакивать. Газовать там. Что-то куда-то переключать. А тут еще такое вибро. Вот это вот все золото добывали. Перерыли тут все. Вот эта куча, это же отработанная после промприбора порода. Ну как, типа вскрывают до слоя золотоносного бульдозерами вот так туда-сюда. И потом все, что, ну, где золото содержание там на каком уровне, оттуда уже с этого уровня все в промприбор возят. И тут такой небольшой спуск. Ага, и вот так вот расколбашивает, надо придерживать, потому что, ну, непонятно, что получается. Ну и вот получается подъем. Это тоже ручей Якут идет. Только знака нету, я так понимаю. Это он же там. И подъем от него пошел. Тоже зимой тут можно позависать. Опа, опа. Как бы сильно и не разгонишься, получается. Ты с поворота выходишь.
какой-то заедет, но просто получается газ надо давить. И там вот видите, дорога по низу. Вот это была. Это можно по низу, получается, к станции подъехать, Нагорная. Ну, не знаю, я на трале там ездил. Там, получается, стоял городок строителей этих ВСТО. И вы едете там вот перед мостом на Темптон. А мы, получается, все ездим. Не знаю почему. Там, видать, дорога какая-то стала не очень. Все вот тут на подъем скачут. Да что ж ты будешь делать, глянь, как она злобная какая. 6-я, давай на 6-й едь. Ну, в общем, в целом подъем затяжной далеко. Весь не буду снимать. Летом-то не актуально. Чё, какая разница? Что-то тут подсыпали, видно, я не знаю. Зимой вроде как было так, где видно основу. Или дальше это было. Ну, в общем, вот это от ручья Якут подъем. Получается, поднимешься на него и спускаешься, на горный будет поселок. Уже заброшенный, только станция осталась, она там в стороне. В общем, дальше что-нибудь буду вещать. Так вот, продолжаем тут скакать. Вот вышли наверх. Ну, тут такой вид открывается. Ну, слабовато будет видно на камеру, конечно, но все якутские просторы. С этой стороны, вот видите, все в кедровом сланнике. Ну, на нем шишки, получается, как кедр, только, ну, маленькие зернышки. Ну, тоже орешки там все есть. Раньше даже собирали он как-то. Как это, по горе так встанут там и шишкуют. Это батя мне рассказывал. Ну, можно много, сколько там, 3-4 машины остановилось, и все шишки ходят, собирают. Подошли так кто-то, и как медведь вот так. И эта толпа как ломанулась со склона, перепрыгивая этот кедровый сланник. Потому что медведи тоже тут в этих кушерях сидят. Что-то тут прям вибрирует. Ну вот видите. Ну и сейчас спустимся в Нагорный и посмотрим на Нагорный. В общем, что тут еще сказать. Сейчас дальше включусь. Вот Нагорный. Когда-то жили тут. Что-то тут как-то вообще жестко, блин. В Нагорном. Ну, уже предъявить тут некуда. Местная администрация тоже выселилась отсюда. Ой. Тут раньше и Шоферская была, и поселок. На трассе тут как бы жизнь кипела. Ну, кипела и перекипела. Вот это вот здание еще, когда я был лет в 2010 году, тут еще дорожники стояли, а сейчас уже его разобрали весь. Хотя вот кто-то живет, видите, антенна, солнечные панели выставлены. Какой-то энтузиаст остался еще. И вот там домик на горе, так еще прикольно, с советских времен. Он за рекой, сделан с таким, ну да, вот получается, живут, распанели стоят. Тут магазин был, почта, что-то такое. А, вон магазин написано, но уже одна надпись осталась. Вот асфальт уже отсюда до Нерюнгрида идет. Он собакины местные. И такое все. Продается магазин, кстати. С участком.
А вот эта дорога, если вот по низу поехать мимо станции, вот здесь выходит. Ну, не знаю, сейчас в каком она там состоянии. Может, она просто с той стороны как бы редко пользовались ей. И вот дом отдельный, видите? Там старый мост был раньше. И дом этот еще, ну, не знаю, вроде похоже, может, как-то живут, наверное, еще кто-то. А что, на природе, натуральным хозяйством. И вот от Нагорного подъем. Мост река Тимптон. Потом в нее Чульман впадает, потом сам Тимптон впадает у нас в Алдан. Ну, Чульман это возле Нерингри, наша река. Там если мимо проплывешь Чульмана, потом дальше он там за поселком Чульман впадает в Тимптон и дальше. А это вот поворот сюда, это артель Нерунган. Ну, по крайней мере, раньше была. Сейчас, может, ее выкупили, перекупили и еще 2 раза продали. Тоже километров 200 дорог туда есть. Ну, примерно. Там километров 80 с чем-то до реки, за реку еще дорога идет. Ну, я как-то возил к реке экскаватор. А дальше он вброд сам бежал. Потому что они ждали, там вода пока спадет там. Я его выгрузил и все. И 2-й раз ездил экскаватор там на другой участок. Ну, получается, едешь прямо, потом влево. Там, ну, кто знает, тоже там речка вброд. И там, ну, как такой типа поселочка какого-то даже. Ну, по крайней мере, дома построенные. Ну, это с советских времен там золото добывают. Ну, и все, вот асфальт такой. В 2010 году еще не было. Когда я уезжал, постелили, видать, ну, до 2-3, может. Так, ну все, обстановку доложил, в Якутию заехал. По асфальту тут что снимать? Асфальт до Нерингри, потом в Титу. То есть 500-й километр, короче, где-то в районе заканчивается. Тит весь. Получается гравийка опять. Ну и асфальт где хуже, где лучше. Он просто тут новый, а там есть кусок асфальта дальше будет, который еще с советских времен там. Или вот как перед Лапри здесь Тынду проезжаешь, там такой асфальт прямо для терпеливых. Что лучше по не. Ну как гравийка, такой же весь уже. Еще и местами дорога кончается. В общем, такие дела. Едем дальше. Чутка якутской дороги. Живописный участок сейчас. Пронесемся. Или не пронесемся. В облака сейчас заскакивать. Ну, наверное. Как бы дорога хорошая, раз и знак. 70-50, неровная дорога. Это, наверное, самый часто встречающийся тут знак. И вон подъемчик 10%. Оп. И скорость 50. То есть быстрее будет уже как бы это пожестче все. Ну тут видите какая-то, даже лиственницы еще не распустились, только вот первое тепло, сейчас 7 градусов здесь наверху. Солнце вышло, ну днем, наверное, теплее. Это я еду сейчас 8 утра, будет скоро. Еще лиственницы такие маленькие. Ну они тут и не вырастают, тут нет такого, чтобы лес тут прям заготавливали. Тут все они деревья такие. Короче, не деловой лес. Ну, видите, как видно. Вот это все сланник, весь склон. Вот этот вот, как кусты, он так густо там даже не пройдешь особо. Все заросшее, весь склон. Так, а где подъем? А, мы в сторону уходим, да. Ну так, короче, живописненько. В облака так и не добрались. В общем, они
повыше. Ну там будет еще, наверное, одно место. Сейчас вниз, вверх. Повыше будем проходить именно по верхушке самой. Ну, в общем, так кусок природы. Включаюсь, это опять видос получится на 3 дня. Тут вот наледь еще вся живая. Видите, какого аж голубого цвета, чистая. Такая. И такая дорожка по лесу. Да, раньше гравийка была, вот это все. Примерно асфальт старый там за Енгрой начинался. Да, что-то топливо непонятно как-то. Я вроде в прошлый раз заправлялся. Ну, я тут пораньше заправился. Ну, сам факт, что уже почти полбака. А я-то проехал там, не знаю сколько, 500 километров. Тут расход, в общем, такой. Вот 51,5 стал. Это от Читы. А общий сейчас с Питера 35,9 уже поднялся. Тут получается двойная норма. Ну что, ну все горы, он 130 литров. Ежемоментные. Ну как, нестись тут как-то особо желания нету, там, чтобы выкатываться куда-то. Тут то повороты, то дорога кончилась. В облака заехали в итоге. Наверх поднялись. Ну, это вот становой хребет, получается, водораздельный. Получается, с той стороны хребта все реки в Амур текут, а с этой стороны уже в Лену. Ну, в конечном итоге они тут в Тепнтон впадают, здесь потом в Алдан. Сам Алдан, верховья за Енгрой, вот с этой стороны уже станового хребта начинается. А Алдан как бы такая река. Ну, как в мире она там, по-моему, вторая считается, как приток крупной реки по объему воды, там, что-то такое-то. Ну, как-то там меряют в кубических километрах там. Так что Алдан могучая река. Она, по-моему, только какая-то приток какой-то Амазонки. Больше нее по объему воды, чем Алдан. Ну, а Лена вообще самая полноводная река, по-моему, северного полушария считается. Ну, в плане, опять же, объемов воды переносимой. Там, может, длина и не такая, какая-нибудь первая в мире, да? Но самая длинная река, по-моему, Нил вообще. Или Амазон. Не, Амазонка, наверное, потом Нил. И все, мы, короче, приехали в облака. Это не туман, как бы, а просто мы высоко забрались. Не знаю, над уровнем моря сколько тут становой хребет, по-моему, 2400 там. Что я раньше говорил, по-моему, 3, но, по-моему, я там смотрел, вроде 2400. Тут где-то самая высокая точка справа от нас, где-то там. Так, ну ладно, что в тумане снимать. Короче, отметились, в облака заехали. Едем дальше. Вот тут мостик, проезжаем, и тут есть источник, ну, сероводородная такая. Правда, где он делся, я не знаю. А, ну вот, наверное, набирает. Но она такая, как бы, с запахом таким, как сероводородная вода какая-то. Так, тут пацаны меня обогоняли, вот устали они тут стоят. Вот уже зачем сюда заезжать, когда там, блин, отличная стоянка. Нас
взлетки. Тут еще туда-сюда разворачиваться. Да, вот Бирка-Кит проходим. Ну, тут видите склад труб. Оказывается, строится уже в полный рост. Тут Сила Сибири, вторая очередь. Ну, вторая нитка. Получается, тут уже нефтепровод идет. И вторая труба газа. Ой. Ну, да, 1300 или сколько? 1420 диаметр вот это вот труба. Ну, по крайней мере, на нефтепроводе было 1420. Максимально возможно. И качают они там 50, по-моему, атмосфер рабочее давление. Там, представь, 50 атмосфер там дуют. Тут еще компрессорные станции по пути следования нагнетают. Там, получается, компрессор работает, получается, ну, в топливо как газ этот же используется. И газотурбинный двигатель мощнейший, там, я не знаю, сколько лошадиных сил там. 1000 лошадиных сил, короче. Точно не знаю, но... И вот они там надувают. И он там не один стоит, такой газотурбинный. Ну и все, спасибо за чистоту на дороге. Ну я как бы не мусорил, пожалуйста. Ну и все, в общем, ладно. В натуре несколько дней получится видео. Получается, за день сниму на 2 дня. Все, давайте. Так, ну все, я добрался тут до кафе Взлетки. Вот душ, получается. Вот здесь. Там стоянка для грузовиков. Тут Новый год еще у них идет. Караоке-бар есть. Ну, вечером работает. И там в здании на 1-м этаже столовая. Ну все, я позавтракал, там сходил. Ну тут, ну такой оазис цивилизации среди леса. Все, машина вроде в порядке. Будем чухать, чтобы засветло на Тита забраться. Там колеса с той стороны есть? Есть. Ну все, в общем. Так, ну а тут дальше у нас, как говорится, хорошего понемножку. Асфальт кончился. И дальше нас ждет Чульмаканская петля. Вон дорога внизу. Сейчас раз. И там внизу река Чульмакан. В общем, потихоньку крадемся на механизации. 7-я, но что-то он на 7-й вообще не катится. Ну, в общем, такой вид. Как говорится, отличная позиция для артиллерии. Не знаю, не буду уже спуск, наверное, снимать. Вот так потихонечку и вот туда. И там опять асфальт за мостом внизу. До Тита где-то 90 километров. Все, видом полюбовались. Расход растет, короче. Нормальные места здесь. От Читы 51,7 литра. Короче, 710 литров съела машина за 1373 километра, показывает. Это от Читы. Я в Чите заправился, потом еще дозаправился. Всего тонну налил. За 1300 этих километров. И уже полбака у меня. Надо будет где-нибудь дозаправиться. Ладно, все, едем дальше. Вот спуск Большой Дурай. Ну, уже тоже реконструировали. Раньше дорога, наверное, вот это она проваливалась уже. Ну, была узенькая, и спуск, выемку сделали здесь сверху. Ну, это я имею в виду, как 10 лет назад. Наверное, вот она, да. Я тут что-то сильно качественно. А вот видите, такое, как светло-зеленое на склонах. Ну, вот рядом здесь, вот видите, ну, такое. Это вот мох ягель. Уж больно его олени уважают.
Ну вот северные олени, они как раз вот питаются вот этим вот. Вкусняшка, короче. Ну а так, честно говоря, ягель, если сухой такой, его поджигаешь, он такой горит, черная копоть с него. Как этот, как пластмасса какая-то. Ну тут вот видите, склоны, оленей, видать, нету. Все сделано в ягеле в этом. Ну да, это такой спуск тоже затяжной очень. Проблемный был. Ну да, вот, наверное, это да, старая дорога. Я помню еще ручьи, вот это вот через дорогу все время промывало там. Вот он и есть, этот ручей уже тут себе. И он был 7, сейчас 5 или 6% сделали. Ну, получается, насыпь подняли и выемку сделали. А он был такой с поворотом кривой, промойны такие вдоль. Да, это старая дорога и есть. Внизу. Уже все позаросло. Ну, наверное, хотя когда я перед отъездом, еще старая дорога была, вот здесь вот не было работы этих даже по выемке. Ну, наверное, лет 5, может. Тут уже и трубу размыло, которая была под дорогой. Так что, значит, содержать перестали ее. В общем, такие дела, ладно, чтобы не затягивать. Так чуть-чуть рассказал. Едем дальше. Опять дорожка, видите, какая? Тут прямо такие камушки торчат. Что-то уже до основы ее уже эксплуатируют, никак не подсыпают. Видно, решили, что будет скоро асфальт, но асфальт не подвезли. Это все мы едем с Дурая, спустились, там прямая вся. Даже там была колея, я это аж машину придерживала. Ну такая, как продавленная именно уже. Водопады, видите, местные. Короче, вот такие вот тут дороги. Ну, в принципе, потихоньку просто, ну, долго. А тут совпало, как бы, что еще и мне сказали не спешить. Вот будет через 5 часов 10 суток, как я еду. Ну, по времени, как Питер. С Питера выехал 17-го, сегодня 27 мая. Тут попрохладнее, 9 градусов всего. Как бы, какая еще? 8700 проехал. Получается, 36,3 уже расход. Нарастающим итогом, короче, все больше. Ну, осталось мне, считай, сколько, 700 километров. 7,5, 350 литров еще. Ну, добавить, наверное, получается где-то в районе 38 я, наверное, приеду, 37, что-то такое. Ну, потому что он будет все равно расти дальше. Тут я в этот раз отдельно на Якутию пробег, ну, расход не сбрасывал, но было 40, что-то там 8, что-то такое, 47. От Читы до поворота на Якутию, и вот наросло еще. Да, тут прямо уже каменюки такие подукатанные. Не, в целом неплохо, что это. Едем потихонечку. Кто-то вот мочевину заливал.
не обрезанная уже. Так, ну что он кроме ям тут еще показывает? Ну, ямы качественные, я могу сказать. Разогнаться. Ну как, ну если вот на односкатных колесах каких-нибудь там пониже, да. Ну, с низким давлением, типа как на Сайгаке, КамАЗе, там, в принципе, ему по барабану. Или тут на Ланд-Крузере можно гонять. Ланд-Крузер тоже хорошо ездит по ямам. Так, ну, 80-100 можно тут ехать. И главное, что ему ничего не будет после этого. А если вот на какой-нибудь другой машине пронестись здесь, то потом придется это ремонтироваться. Ну, вроде как должен асфальт еще кусочек начаться перед Хатыми. Это вот, кстати, подъем Малый Дурай начинается. Ну, ручьи. Река Дурай и Малый Дурай. Река, то есть, да. Это ручьи, говорю. Что-то, да, зимой здесь было ровненько. Снег грейдируют, как бы, потом и нормально гоняет. Зимний асфальт, короче. Ну, тут главное, что заборы уже стоят, а вот дальше как-то непонятно. И главное, эта дорога началась, как этот знак стоит, типа участок обслуживает, и какая-то контора из Алдана там написано. И дорога кончилась. Мы алданские, наверное. Это у нас там асфальт. Но тут как-то, я не знаю, может, и мы выделяли на асфальт, только у них это асфальт весь день в Краснодарском крае в виде дачи. Не, это так просто. Может, просто тут еще не это, конкурса не было. Ну, давненько этот Дурай ждет. Видите, уже все широко, уже все, и заборы стоят, и всякие лесенки там, ну, полностью завершенная. Это, наверное, старая дорога, да, скорее всего, вон. Видите, какая ширина была. А тут у нас это трясогусочное место, в общем. Надо будет, наверное, уже остановиться, колесики глянуть. То я там по грязюке по этой проезжал еще. Ну, я так смотрю, как бы визуально на прицеп. Прицеп, если колесо раненое, прицеп загадочно наклоняется в какую-нибудь сторону. Можно повилять, конечно. Но тут сюда вот раз. Хоп, все три колеса видно в зеркало. И сюда заворачиваем. И вон те три колеса. Все едут с нами вместе. Ну, видите, машин как бы вообще нет. Вот сейчас грузовик проезжал один с Кемерово, какие-то номера были. Не знаю, был он на переправе, нет. Навряд ли туда-назад мог бы сгонять, потому что там, говорят, очереди. Но если, конечно, лед весь убежит, то сразу куча паромов будет. В принципе, они за одним. Там по какому-то расписанию. Ну, они тоже, да, как маршрутка тоже подойдет, и пока полный не станет, не уходит. В общем, так. Ну, еще... Ну, это полдурая, короче, проехали наверх. Ладно, выключаю. В целом у вас представление есть, что тут классно. Что тут классно. И не уснешь. Давайте дальше что-нибудь будет еще. Все, прилетели. Хатыми. 20 километров до Тита. Там впереди видно все горы в снегу еще. Вот такая погода, тут уже плюс 6, а там на Титу может и минус быть. Ну, сейчас посмотрим. В общем, это в следующем видосе уже буду Тита проезжать.
катим по Якутии. Тут, видите, асфальт опять хороший. Ну, он сейчас закончится перед Титом. Большая Хатыми, тоже вода высокая, такие льдины. Прямо бурлит все. Так, речушка она небольшая, но видите, половодье аж во всех кустах льдины уже зашли. Разлилось все здесь. Ну вот тут две кафе, вот с одной стороны, с другой. С этой стороны удобнее, стоянка широкая получается. А с этой там больше такие маршрутки, что-нибудь такое заезжают. Ну, тормознуть просто, обход сделаю, я-то поел, в принципе, 2 часа ехал от кафешки. 2:01 вот сейчас как раз. На асфальте постоять. То так стану, а тут чистили что ли? Ну, короче, вон экспресс-кафе. Нормальная, там прямо шурпа очень вкусная. Была. 2 раза ели. И там, в общем, с той стороны. Тут, в принципе, вы не заблудитесь. Сюда попадете, тут больше ничего нету. Дорожники, 2 кафе и чуть в сторону там дома. Все, давайте. В следующем видосе Тит.